Идея создания такой скульптурной композиции вынашивалась давно, но именно в этом году, благодаря активной поддержке администрации района, проект получил реальное воплощение. Предстояла масштабная подготовительная работа от выбора оптимального места до детального согласования с историками и общественностью. Одним из ключевых вопросов стало место установки монументов. Чтобы учесть мнение населения, был проведен опрос в социальных сетях, и большинством голосов была выбрана знаковая локация – граница Улуса с Якутском. Мы увековечиваем имена Тыгына Дархана, Мазары Базекова, Сафрона Сыранова, Ильи Шадрина, выдающихся сынов нашего народа, внесших огромный вклад в историю, просвещение и укрепление связи с Россией. Эта композиция станет символом памяти и преемственности поколений, напоминанием о наших корнях и об ответственности перед будущим Хангаласского улуса. Следующим ответственным этапом стал выбор скульптора, способного воплотить столь значимые исторические образы. Свое художественное видение представил Алексей Андреев, преподаватель Покровской детской художественной школы, продемонстрировав эскизные модели из пластилина. Вот получается Мазары, Сафрон Сыранов и Илья Шадрин. Вот эти вот как раз это эскизный вариант. Вот в пластилине как раз он тоже... У него есть свой каркас. Здесь у Мазары будет флаг. Хоть Алексей обладает приличным художественным стажем, но именно созданием скульптуры он начал заниматься 1,5 года назад. При этом его особенно вдохновляет создание героических, мужественных образов. Мне нравится делать вот таких ботеров, именно богатырей. Вот. Не знаю, почему, откуда это у меня появилось, но у меня и дипломные работы по живописи, они тоже связаны с ботерами. Все лето Алексей кропотливо работал над созданием всех 4 скульптур во дворе художественной школы, где ему активно помогали друзья и коллеги. Инструменты и материалы были использованы. Это металл, конечно же, металлический каркас. Обшита она сеткой специальной, да, такой, для того, чтобы можно было налаживать бетон. И, соответственно, арт-бетон. Он необычный, не как везде, допустим, используют, да, бетон. Это с использованием волокна и добавлением добавок специфических для того, чтобы бетон был более пластичным и крепким. На сегодняшний день все 4 монумента полностью готовы. Остается лишь финальное оформление постаментов, которые будут выполнены в виде природных скальных образований. Уже совсем скоро эти 4 великих Хангаласа займут свои почетные места на границе, встречая и провожая жителей и гостей Улуса. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.